Шоклопанбзита. Добрый вечер, дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать на 24-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаз Абазша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаз Абазша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаз Абазша. Ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, у нас с вами на сегодняшнем занятии очень интересная задача. Значит, мы с вами сегодня разберем, как правильно произносить следующие звуки. Звук К, К и К. 3 звука на К. Да, мы разберем, выучим, отрепетируем и дальше пройдем еще диалог для того, чтобы закрепим наши с вами новые знания. Давайте не будем откладывать, сразу приступим к занятию. Итак, занятие мы с вами начнем уже по традиции со скороговорок. Давайте сразу вспомним, как скороговорки на абазинском языке. Как сказать скороговорки? Вот, на экране написано «Аласфяраква». Давайте повторим и потренируем произношение. Будем использовать каждую возможность для того, чтобы попрактиковать родной язык. Да? Аласфяраква. Аласфяраква. И сразу давайте обратим внимание на интересные звуки, которые мы видим в этом слове. Значит, звук «х», который выделен голубым, мы видим, что пишется он как «х», палочка «в». Чтобы нам легче было запомнить, как именно произносится этот звук, у нас есть слово-подсказка «трава». «Хра». То есть, когда мы видим звук «х», палочка «в», мы вспоминаем слово «трава», и сразу же нам легче будет провести этот ассоциативный ряд. И мы вспомним, что речь идет о звуке «х», «х», «хра». Что касается звука «к», видите, выделено красным 2 буквы. Звук «к» пишется как 2 буквы, 2 согласные «к», «в». А запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова «крыша». Крыша на абазинском языке «к». Молодцы! Теперь я знаю, что некоторые из слушателей пишут добросовестно все в тетрадках, а те, кто не пишут в тетрадках, давайте вы будете писать в комментариях. Я буду видеть, что вы присутствуете на занятии, что вам интересно, и для вас это тоже будет очень полезно, потому что вы будете практиковать свои знания. Итак, первая скороговорка. Легко заметить, что она направлена на отработку звука «к». «К». Что нам нужно с вами знать про звук «к»? Смотрите, звук образуется в том же месте, что и «к», то есть образуется так же, как и буква «к», да, обыкновенная, как мы привыкли в русском языке произносить звук «к». Но в чем отличие? При его произношении нет придыхания. Звук получается за счет резкого размыкания голосовых связок. То есть «к» в русском, «к», вот есть, да, вот это небольшое придыхание. А если мы хотим сказать «к», нет никакого придыхания. Как бы мы не договорили как будто бы букву «к» из русского алфавита. Получается «к». Сразу давайте на 2 словах еще потренируем. Как в слове, помните? «Зак», «камбаста». Вот. Поняли, да, о чем идет речь? Сразу давайте будем тренироваться. Все, что я говорю, повторяйте. Неважно, правильно, неправильно, хорошо или плохо у вас получается. Если будете практиковаться, мастерство, оно придет со временем. Итак, вот она скороговорка. Сомг и сомг и сомг и хсомг. Сомг и хсомг и пшсомг. Смысл легко понять, да? Сомг – это рубль, да, получается рубль, рубль, рубль – 3 рубля, рубль и 3 рубля – 4 рубля. Такая детская скороговорка, но тем не менее
Она очень полезна для отработки звука. Еще раз давайте повторим. Сонг и сонг и сонг и хсонг. Сонг и хсонг и пшсонг. Сонг и сонг и сонг и хсонг. Сонг и хсонг и пшсонг. Итак, мы помним из предыдущих уроков, что звук «к» мы с вами запоминаем с помощью слова «калина». На абазинском это звучит как «карма». Карма. Итак, звук «к» мы запоминаем с помощью слова «калина». Карма. Давайте запишем все в комментариях слово «калина». Карма. Отрепетируем этот звук. Теперь давайте будем двигаться к следующему звуку. Звук, значит, «ко». «Ко». Да? Смотрите, что нам нужно знать про звук «ко». Он производится от звука «к» с округлением губ. Вот «к» мы произносим, нет никакого округления губ, да? А если мы чуть-чуть их округлим, то у нас получится звук «ко». Давайте потренируемся. «К», «к» мы как говорим? «К» как «к», но как бы резче, да? Вот как. А «ко» это как «к», но с округлением губ. Теперь давайте тренироваться на скороговорке. А-ко-ко квакает. Скваква ласашкоква луквит. А-ко-ко квакает. Скваква ласашкоква луквит. А-ко-ко квакает. Скваква ласашкоква луквит. Давайте вот потренировали произношение, да? Теперь я вам так, если попробую переведу вам эту скороговорку. А-ку-ко – это кукушка. А-ку-ко – кукушка. Кокует – кукует. Скваква – это имя. Лоса – шерсть. Школка – белый цвет, да? Лукуит – это чесать шерсть. Переводится так. Значит, давайте теперь еще раз потренируем произношение. Давайте повторять все вместе. А-ко-ко – кокует. Скваква – ласашкоква лукуит. Вот, молодцы. Видите, в принципе, ничего сложного мы здесь пока еще не встретили, да? Может быть, небольшие трудности, связанные с тем, что, непривычно произносить эти звуки, но это не значит, что это невозможно, правильно? Мы с вами сейчас потренируемся и хорошенечко освоим. Значит, следующий. Так, давайте, прежде чем перейти дальше, вспомним, что звук «ко», он нам и раньше не раз встречался, и мы его запоминаем с помощью слова «комжи». Комжи. Да, комжи – это национальная мужская абазинская одежда. Здесь в этой скороговорке мы также встречаем звук «т». Звук «т» мы с вами уже не раз встречали, и мы его запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Молодцы. Давайте с вами пройдем звук «ке». Звук «ке» производится от звука «к» со смягчением. То есть звук «к» мы произносим как «к» в русском языке, только резче, да? А звук «ке» мы образуем от звука «к», только чуть-чуть смягчаем его. Вот это несложно, да? Теперь давайте прочитаем скороговорку для того, чтобы отрепетировать звук «ке». Кягой, кягой, кябарина, кягой, кягой, кябарина. Кягой, кягой, кябарина, кягой, кягой, кябарина. Кягва – короткий, кябарина – это оборки на платье. Еще раз давайте прочитаем. Кягва, кягва, кябарина, кягва, кягва, кябарина. Звук «ке» мы с вами будем запоминать с помощью слова «кузнечик». Кява, кява. Обратите внимание, как пишется звук «ке». К,
палочка, мягкий знак. И звук Г мы, конечно же, с вами запоминаем с помощью слова сердце. Звук Г мы пишем как Г, В. Теперь давайте перейдем к правилам чтения. Да? Еще раз закрепим. Это мы с вами потренировали скороговорки, а сейчас мы еще раз потренируем правильность произношения этих звуков. Правила чтения у нас на абазинском говорят ахарыфку ргабхаща. Ахарыфку ргабхаща. Звук Х в слове харыфку мы запоминаем с помощью слова груша. Ха. Звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. И звук Х можем себе пометку такую сделать ментальную, да, что Х, как в слове хяпщ, пишется как Х мягкий знак. Итак, давайте еще раз прочитаем ахарыфку ргабхаща. Правило чтения. Мы все еще осваиваем 3 звука К, К и К, да, как и было заявлено в начале занятия, только сейчас мы с вами их отрепетируем на примере более простых слов. Итак, кас, камбыста, картоф. Кас, камбыста, картоф. Кас, платок, камбыста, капуста, картоф, картофель. Да? Кас, платок, камбыста, капуста, картоф, картофель. Давайте запишем эти слова. Кто не пишет в тетради, давайте вы будете писать в комментариях, чтобы я тоже видела, что вы присутствуете, и вы тоже получали бы максимум пользы от занятия, потому что чем чаще вы будете писать на родном языке, тем легче вы достигнете прогресса в изучении родного языка. Итак, кас, платок, камбыста, капуста, картоф, картофель. Пока вы пишете, я подскажу, что да, звук К мы запоминаем с помощью слова калина, корма, корма. То есть, если мы где-то встречаем звук К, мы сразу вспоминаем, что читается он как в слове калина, корма. Звук Т мы, конечно же, запоминаем с помощью слова сова. Т. Звук Т мы пишем как Т-палочка. Да? Итак, это что касается звука К. Давайте еще раз повторим, как читается звук К. Звук образуется так же, как и звук К, но при его произношении нет придыхания. Звук, получается, образуется за счет резкого размыкания голосовых связок. Зак, камбыста, кас, картоф. Чувствуете, да? Корма. Вот, разобрались. Итак, теперь давайте двигаться дальше к звуку О. Звук О. Обратите внимание сразу на то, как он пишется. К, палочка, В. Да? Он образуется от звука К с округлением губ. Значит, как образуется звук К, мы разобрались. Теперь, чтобы получился звук К, мы просто округляем губы. Итак, слова для тренировки у нас какие? Шкока, белый, чкон, юноша, кошара, танец. Шкока, белый, чкон, юноша, кошара, танец. Шкока, белый, чкон, юноша, кошара, танец. Давайте запишем эти слова в комментариях, потренируемся в написании и в произношении. А я вам, в свою очередь, напомню, что звук О мы запоминаем с помощью слова конже. 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 Конже – это национальная мужская абазинская одежда. Шкока – белый, чкон – юноша, кошара
танец. Итак, следующая буква, которую мы с вами сегодня репетируем и осваиваем, это звук К. Звук производится от звука К со смягчением. То есть К легко, да, мы уже освоили. А если мы немножко смягчим, то получится К. Вот легко и просто. Итак, слова для тренировки у нас следующие. Кядыг, кеда, кява. Кядыг, кеда, кява. Еще раз, давайте все вместе прочитаем. Кядыг, кеда, кява. Кядыг, кеда, кява. Кядыг квартал, кеда отдельный, кява кузнечик. Еще раз вам напомню, что звук К мы запоминаем с помощью слова кузнечик. Кява, кява. То есть, когда мы с вами видим в тексте букву К, палочка, мягкий знак, у нас уже не будет замешательства. Мы сразу вспомним, что это звук К, и читается он как в слове кузнечик. Кява. Видите, гораздо легче вот с такой ассоциативной подсказкой осваивать язык. И, конечно, давайте еще раз вспомним, что звук Г мы читаем как в слове сердце. Г. Молодцы. На этом мы с вами завершили блок изучения 3 звуков, которые у нас на сегодня было запланировано. Сейчас переходим к диалогам. Итак, диалоги на абазинском языке айчажараква. Айчажараква. Еще раз давайте повторим. Айчажараква. Молодцы. Теперь давайте вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем выделенные буквы. Итак, первая буква – это буква Ч. Ч. Пишется она как ЧВ. Запоминаем мы ее с помощью слова постель, да? Чарта. Ч, чарта. Следующая буква – это буква Ж. Пишется она как Ж, В. Запоминаем мы эту букву с помощью слова корова. Ж. Ж. И, конечно же, звук К. Мы его запоминаем с помощью слова крыша. К. Айчажараква. Диалоги. Давайте приступим к диалогам и сейчас все вместе прочитаем. Итак, сегодня будем проходить телефонную беседу. Алло, вызчажума? Сызчажит. Яджия ептакхыз. Алло, можешь говорить? Да, могу. А что? Если буквально переводить, да, дословно, то яджия ептакхыз можно перевести как «что ты хотела». Давайте теперь повторим. Я буду читать, а вы повторяйте за мной и старайтесь вот в уме сопоставлять звуки, которые мы с вами сейчас будем произносить, с тем, с буквами, которые вы видите на экране. Итак, приступим. Алло, вызчажума? Сызчажит. Яджия ептакхыз. Алло, вызчажума? Сызчажит. Яджия ептакхыз. Алло, можешь говорить? Да, могу. А что? Либо, если буквально там дословно переводить, то что ты хотела? Щебжан чарау айхвашма. Шта снайхвашт. Щебжан чарау айхвашма. Шта снайхвашт. Приедешь на обед? Да, приеду. Еще раз повторим. Щебжан чарау айхвашма. Шта снайхвашт. Еще раз прочитаем. Щебжан чара айхвашма. Шта снайхвашт. Угу, молодцы. Теперь. Янбаку асахат ахбаквак аннадзара. Янбаку. Когда? Спрашивают, да? Асахат ахбаквак аннадзара. Около 2 часов, отвечают.
Еще раз давайте прочитаем и потренируемся в произношении. Янбаку, вот он звук Ко, да, который мы сегодня репетируем, отрабатываем. Янбаку, асахат, арбакак, аннадзара. Когда? Около 2 часов. Явашт, хвозпшит, бзила. Явашт, хвозпшит, бзила. Хорошо, ждем, пока. Здесь в чтении ничего сложного нет, да? Поэтому давайте остановимся на выделенных звуках. Звуки, в первую очередь, мы видим звук Т. Еще раз вспомним, что пишется он как Т, палочка. Запоминаем мы его с помощью слова сова. Т. Хвозпшит. В слове хвозпшит мы видим звук Х. Мы запоминаем этот звук с помощью слова груша. Ха. Ха. Давайте еще раз прочитаем этот слайд. Явашт, хвозпшит, бзила. Молодцы. Теперь давайте остановимся на словах, которые мы встретили в этом диалоге, и попробуем их, переведем и запомним. Мы встречали в этом диалоге слово чажара, говорить. Чажара, говорить. Давайте еще раз прочитаем. Чажара, говорить. И еще было слово гайхра, вернуться, возвращаться. Чажара, говорить, гайхра, вернуться, возвращаться. Итак, в слове чажара мы видим звук Ч. Запоминаем этот звук с помощью слова чарта. Ч, чарта. Ч, чарта. Да? Пишет этот звук как Ч, В. Звук Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. А звук Х мы, конечно, запоминаем с помощью слова весна. Апн. Итак, давайте еще раз отрепетируем эти слова. Чажара – говорить, гайхра – вернуться. Чажара – говорить, гайхра – вернуться. И еще группа слов, которую мы сегодня встречали, давайте ее разберем. Янбаку – когда? Азпшра – ждать, щебжанчара – обедать. Янбаку – когда? Азпшра – ждать, щебжанчара – обедать. Еще раз. Янбаку – когда, азпшра – ждать, щебжанчара – обедать. Звук Ко в слове янбаку мы запоминаем с помощью слова комж. Комж. Звук Ж в слове щебжанчара мы можем запомнить с помощью слова жира. Жира – кузница. Давайте еще раз прочитаем слова, которые мы встречаем на этом слайде, и отрепетируем произношение новых звуков. Янбаку – когда, азпшра – ждать, щебжанчара – обедать. Итак, молодцы, отлично справились с сегодняшним занятием. Напомню, что мы с вами сегодня прошли произношение 3 очень интересных звуков, освоили звук К, Ко и Ке. Очень хорошо потрудились. На этом наше занятие с вами подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах